Это наша ведущая, обаятельная Анастасия. Она учится готовить, но не по кулинарным книгам, а на практике. Через несколько минут к ней на эту уютную кухню придут гости. Обычно хозяйка угощает, а у нас все наоборот. Гости приходят, чтобы научить Анастасию готовить и угостить ее вкусным блюдом. Но это еще не все. Гостей в Анастасии всегда двое. Один готовит, а второй в отдельной комнате наблюдает и комментирует. Так что приготовьте блокноты и ручки записать рецепт. Обещаю, будет вкусно. Здравствуйте! Это программа «Вкусный мир» и я ее ведущая Анастасия Трегубова. С каждым днем наш вкусный мир становится все вкуснее и вкуснее, а наша кулинарная книга все интереснее. Я приглашаю вас в увлекательное путешествие по вкусному миру национальных блюд. Природа Туркмении по-настоящему уникальная. Здесь и живописные горные хребты, и безжизненные, на первый взгляд, пески пустыни, зеленые оазисы и километры морского побережья. Такая же уникальная и кухня. Только в Туркмении вам без труда приготовить жареного джейрана, дикобраза или кобру. А если вы вегетарианец, то пожарит картошечки с местными трюфелями. Причем прямо на песке. Именно о туркменской кулинарии мы сегодня и поговорим. Танцующее сердце. Красиво звучит, правда? Сегодня у меня в гостях девушка с удивительным именем Диляра. В переводе с древнетюркского оно означает «сердце», а танцующее, потому что Диляра профессионально занимается танцами. Родилась и выросла Диляра в Ашхабаде. В 5 лет мама отвела ее на танцы. С тех пор танец стал неотъемлемой частью жизни Диляры. Она прошла, вернее протанцевала путь от детского кружка до ведущей солистки президентского ансамбля «Менгли» у себя на родине. А затем покорила Китай, став ведущей солисткой китайского театра Тианхан. А в роли наблюдателя сегодня выступит земляк Диляры, художник, заслуженный деятель искусств Туркменистана Владимир Артыков. Диляра, Владимир Анакулевич, проходите, пожалуйста. Салам. Салам. Очень рада вас видеть. Я смотрю, вы не с пустыми руками, с подарками. По туркменскому обычаю обязательно, когда приходишь первый раз в дом, нужно что-нибудь подарить на память. Вот я вам дарю книжечку. Здесь вы узнаете о моем творчестве и о творчестве моей супруги Римы Николаевны Исаковой. Ой, потрясающе. Я это изучу. Диляра. А я, в свою очередь, вам хочу подарить сачак. В нем мы храним хлеб. Потрясающе. Чтобы на вашей кухне он тоже присутствовал. Так, можно его Да, этот развернуть. хлеб заворачивают в этот сачак, когда напекут его впрок в тандыре, заворачивают в сачак, и он хранится. И по мере того, как по надобности забирают эти, значит, караваи и согревают и подают как свежий хлеб. И таким образом впрок заготовляют женщины для своих детей, для своих мужей. Так, ну я думаю, мы сегодня тоже что-нибудь приготовим впрок для Владимира Анакулевича. И нам пригодится обязательно сачак. С удовольствием попробуем. Спасибо, Владимир Анакулевич. Тогда я предлагаю занять традиционным в нашей программе место наблюдателя-эксперта. Мы с Дилярочкой приступим к готовке. Уже в конце программы мы вас пригласим к нам за стол, и вы уже оцените. И мы попробуем блюдо, Конечно. да? Ну, замечательно, Да. замечательно. Диляра. Всего хорошего, успехов вам. Я забыла спросить про ваш костюм. Это национальный туркменский костюм. На самом деле мы в них танцуем. Мало того, что мы и в жизни так ходим, мы и выступаем так на сцене. Украшения довольно бывают разные. Сегодня на мне именно вот это украшение, потому что это мое любимое украшение. В нем я не раз выступала, и оно сопровождает меня везде. Я сейчас предложу тоже ненадолго расстаться с вашим любимым украшением и одеть традиционную в нашей программе фартук. Хорошо. Диляра, какие блюда мы будем сегодня готовить? Сегодня мы будем готовить сансу. По-другому я это могу даже назвать чебуреками. Очень простой рецепт, очень мало продуктов. Ну и, конечно же, я хотела бы начать приготовление нашего блюда с чая. Но чай у нас необычный. Да. А из чего? Я даже бы сказала, что это просто туркменский напиток из колючки. Верблюжья колючка, которая собирается во время цветения. Да, но Посмотрите, в цветочная. Москве, конечно, очень сложно достать. Я ее специально привезла с собой на вашу передачу, чтобы заварить этот удивительный напиток. А Так. почему мы его будем заваривать с самого начала? Потому что колючка должна настояться. А какими свойствами все-таки обладает этот напиток? Это Целебный. бодрящий, тонизирующий напиток. Очень полезен, утоляет жажду. Ведь у нас в Туркменистане не принято летом пить прохладительные напитки. Мы пьем чаи.
колючка – это удивительное растение. И туркмены издревле приспособили для очень многих целей это удивительное степное пустынное растение. Мало того, что верблюд, одногорбый верблюд, питается только колючкой, впрок сена запасти бесполезно, хлеба он есть не будет, но он может там попробовать. Но его главное питание является эта колючка. А что касается людей, то люди, живущие в пустыне, они очень приспособлены. Нашли такой способ. Срезают под корень, значит, росток молодой, значит, начинающий цветение колючки, семечку арбуза или дыни вставляют вот в этот срез. И так как корневая система очень глубокая у этой колючки, она достает воду из больших глубин. И таким образом питает вот это молодые побеги и дыни, и арбуза. И получаются исключительно сладкие дыни и очень сочные, красные, ярко-красные и очень вкусные арбузы. Для того, чтобы заварить нам этот чай, нам нужно будет Кипяток. кипяток, да, обязательно. И 2 чайные ложечки. Мы закидываем сюда, может даже 3. Я так думаю, на такой чайник Так. я закидываю 3 чайные ложки. То есть обязательно нужно, чтобы этот напиток настоял. Да, Так, все это перемешиваем. размешаем И накрываем. накрываем полотенцем. Все. Так. Для приготовления туркменского чая нам понадобится кипяток и 3 ложки чая из колючки. Заливаем чай кипятком и даем настояться. Закрываем чайник полотенцем. Ну, хорошо. Давай приступим к нашим чебурекам. Начнем с теста. Да. Для теста Наш нам размешанный. нужна будет мука. На самом деле я все сделаю на глаз. Мгм. У меня нет такого 500 грамм, 200 грамм. Так. А теста много нам понадобится для наших чебуреков? Смотря на сколько человек вы готовите. Так, ну мы сегодня будем готовить на 3, получается. Чебуреки – это такая вещь. Что, много их? Глаза голодные, когда смотришь на них, а много их не съешь, потому что очень блюдо сытное. У меня была такая история. Я работала в китайском театре. Меня пригласили туда. Значит, коллектив был очень разный. Приезжали со всех стран мира, с бывшего СНГ, большую часть. И артисты работали, танцевали, как бы надо было себя показать. И вот однажды я звоню маме, я говорю: мам, соли тоже делаю на глаз. Я говорю: мам, так хочется что-то домашнего, говорю, приготовить. Говорю, китайская еда, конечно, это все хорошо, но домашнее тоже хочется. Она говорит: сделай чебуреки. Я говорю: мам, Чебуреки в ты Китае. что? Какие Китай чебуреки? На самом деле, я тоже так думала. Мама мне начала говорить рецепт. Ну, я тут долго не думаю, пошла брать муку, воду, соль. Начала готовить. Из 30 человек русской группы прибежало 25 на кухню. Так, а где же были 5 остальных? 5 остальные, наверное, где-то и работали. Ну, ты не поверишь, Настя. Они таким спросом пользовались эти чебуреки, что я их еще не раз делала. До сих пор девочка, у меня подруга, она звонит и говорит: Зель, ты не представляешь, мы их делаем до сих пор, как ты нас научила. И говорит, тебя вспоминаем. Но обязательно, я говорю, чебуреки кушаются и запиваются чаем, горячим напитком. Так, ну а китайцев-то угощали? Китайцев угощали. Китайцы, они любят все необычное, можно так сказать. Поэтому и мои чебуреки на ура пошли в Китае. Вот это и есть культурный обмен. Китайцы полюбили туркменские чебуреки, а туркмены полюбили китайскую лапшу или утку по-пекински. И не только туркмены. Диляр, ну я знаю, что туркменский стол – это прежде всего скатерть. А скатерть непростая, самобранка. Она расстилается на полу, вокруг нее все садятся на коврах. А каков, кстати, порядок подачи блюд? Я вот знаю, что у казахов сначала подается кумыс, затем чай, после этого соленье, и после всего вот этого замечательного разнообразия продуктов подается основное блюдо – мясо. А какое блюдо все-таки первое подается у туркменов? Вообще скатерть-самобранка у нас называется дастархан. Так. Огромный стол, который ставится, и
такого подачи блюд нет. У нас ставится все и сразу, начиная от первых блюд и заканчивая десертом. Выкладывается на стол абсолютно все. Ахалтекинцы – одна из древнейших пород лошадей. И арабские, и английские породы создавались при участии текинских коней. Туркмены на протяжении тысячелетий пестовали своих лошадей, превратив коневодство в подлинное искусство. Территория Южного Туркменистана считается едва ли не самым древним центром разведения лошадей. Известно, что прародители туркменской нации были обладателями великолепных боевых коней, выращенных специально для участия в войнах. Конь стал объектом поклонения этих народов, а в дошедших до нас его изображениях невозможно не узнать современных ахалтекинцев. В Туркмении очень любят мясо. Да, я, кстати, знаю, что в Туркмении баранина, она особо вкусная. И даже разводят специальных курдючных баранов. И делают, кстати, из баранины тушенку, называется Курма. корма. На самом деле курма, это шикарное, можно сказать, блюдо консервное. Оно выносит и жару, оно выносит и холод. На нем готовят очень массу различных блюд. Это мясо, которое пригодится везде. И в походах, и в поездках, где-то в пустыне, на море. Очень удобно и вкусно, самое главное. А как готовятся эти консервы в пустыне? На самом деле это просто обжаренное баранье мясо, залито курдючным жиром. В своем же соку жарится и курдючным жиром заливается. Так, ну, лук я порезала. Сейчас смешиваем его с фаршем. Правильно? Да, как раз уже тесто я замесила практически. Так, а тесто у нас простое, которое состоит из муки, воды и соли. Самое главное его круто замесить. Поэтому я вот здесь стараюсь. То есть это тоже очень важный момент. Да. Соль и перец мы делаем по вкусу. Угу. Так, ну, давай помоги мне, сколько соли нужно? Не пересолим? Нет, все, я думаю, что все. Так, ну и перчик. Перемешиваем, делаем однородную массу. Так, и начинка у нас, как я понимаю, готова. Но я вам скажу такую вещь, что есть еще и водичка, которая тоже добавляется в этот фарш. Угу. А для чего? Если мы добавим воду, то лук и мясо, они дадут еще свой сок. Хорошо. Когда мы добавляем? Прямо сейчас, да? Да, можно и сейчас. Так, Давайте ну, я налью. Добавьте мне, пожалуйста. Теперь тесто мы должны замесить на столе, чтобы оно почувствовало. Ну, а как я знаю, туркмены любят еще готовить блюда из рыбы. О, Настя, рыба у нас великолепная. На берегах Каспийского моря, а также на берегах реки Амударья туркмены очень любят ловить рыбу. Из рыбы делается даже плов. Шашлык из рыбы великолепен. Не только шашлык, но и плов делают из рыбы. Причем из красной рыбы. Я имею в виду, это белуга, севрюга. Это туркмены, живущие на побережье Каспийского моря. Это племя называется Емурское племя, Емуды. Они делают плов с рыбой. Теперь показываю. Мы не режем ножом, как это делают обычно. Все делаем руками. Взяли кусок, оторвали, положили сюда тесто. Так, а можно мне тоже кусочек оторвать? А то как-то несправедливо получается. Так, я вам сейчас сюда муки подсыплю. Угу. Так, значит, оторвали по маленькому кусочку от теста, положили все обратно. Складываем наше добро. И вот этот маленький кусочек мы разминаем. Угу. Так. Значит, Как его получается? обвалим в муке. Да. Диляр, ну а кроме рыбы, конечно же, и замечательной баранины, я слышала, что в Туркменистане можно попробовать даже жареного дикобраза и жареную кобру. Да. А вы пробовали когда-нибудь? Честно, дикобраза я не пробовала, но кобру мне удалось попробовать. Сказать, что это мясо, не скажешь. Сказать, что это относится больше к рыбе, тоже не скажешь. Ну, что-то ни рыба, ни мясо, будем говорить так. То есть, ну, а просто кобра. Да. Ну, косточки, так как позвоночник, косточки со всех сторон торчат. Логично, что кобра по вкусу ни рыба, ни мясо. Потому что она змея. Дикобраза вот мне не удалось попробовать, но иностранцы, которые туристы приезжают в Туркменистан, они очень любят эти блюда. Но дорогое это блюдо? По нашим меркам нет.
Почему мы делаем это руками? Потому что мы выбиваем кружок, как вы заметили, чтобы нам было потом в дальнейшем легко раскатать. Так, то есть все-таки потом раскат. Да. Тесто должно быть тонко раскатано. Но в Туркмении есть и еще одна гордость. Это оседланный ветер. Так называют туркменских коней. И, кстати, я знаю, что конь у туркменов, он не просто как бы животное, да? Он считается как член семьи. Да, на самом деле туркмены испокон веков выращивали ахалтекинских коней. Ахалтекинские кони были даже у македонского. Самое главное – это уход. Уход за этими лошадьми очень тяжелый и своеобразный. Такая грация, такую красоту надо поддерживать. В 1935 году был пробег Ашхабад-Москва, где за 81 день ахалтекинцы настолько выложили себя, преодолев 4300 километров, в тот момент они на самом деле себя показали. Ну вот с лошадью. Ее звали Араб. Жуков, маршал Жуков, победитель Великой Отечественной войны, выбрал именно этого скакуна принимать парад. Этот скакун имеет свою определенную глубинную родословную. Он участвовал в пробеге в 1935 году Ашхабад-Москва. Когда заиграла военная музыка и стали отбирать лошадей, как они реагируют на музыку, как они чувствуют эту музыку. И Араб неожиданно под звуки вальса начал танцевать, в буквальном смысле. Представьте, конь танцует. И это буквально поразило всех, и особенно Георгия Константиновича Жукова. Он его и выбрал, и принимал парад. Сюда мы нальем воды. Так, для чего? Для чего? Когда мы будем лепить чебуреки, края мы должны будем смочить водой. Причем водой соленой. Мне понадобится маленькая ложечка, чтобы это все размешать. Так, значит, размешиваем соль с водой. Так, ну как, кстати, мой кусочек ничего получается? Правда, не совсем ровненький, но... Я думаю, что для первого раза это просто потрясающе. Хорошо. У вас очень хорошо получилось. Спасибо, я стараюсь. Так. Фарш. Фарш надо постоянно перемешивать. Перед тем, как выложить его на тесто, мы его перемешиваем, потому что сок весь, он теперь остается у нас внизу. Показываю. Вообще, начинка кладется очень тонким слоем. Она буквально размазывается по тесту. Я думала, что в чебуреке обязательно нужно много мяса. Нет, начинка у нас просто размазывается по всему тесту. Так. Красиво выкладываем. Значит, размазываем. Я прямо чувствую с начинки душистый аромат перца. Один край мы берем и складываем. Так. Аккуратненько берем его. И посмотрите, какими движениями мы пальцами Так, зажимаем. Защип. Да. Весь туркменский народ отмечает День ахалтекинского скакуна. В этот день проводятся концерты. Народ на самом деле гуляет, потому что он чтит, любит своего друга. Ахалтекинского коня. Ахалтекинского коня. Так. Также устраиваются скачки на ипподромах. Готовится очень много вкусных блюд. Особенно мне больше всего нравится, когда начинают выкладывать казаны на улицу и готовить плов. Любой желающий может подойти к столу и отведать. Все как в одной большой семье. Так, ну смотри, сковородочка у нас уже раскалилась. Туда мы наливаем масло. Масло наливаем туда растительное. Да. Оно. Так, Масла нужно будет нам побольше, побольше масла. чтобы это все жарилось. Так, достаточно? Так. Вот теперь достаточно. Так, ну и что там еще делают на празднике? Туркмены вообще очень любят праздники отмечать. И отмечают их на широкую ногу, я могу сказать так. Песни, танцы. Ну, скажи честно, если я тебя попрошу, уже когда мы пригласим Владимира станцевать тебе что-нибудь, ты станцуешь?
Конечно. Настоящий туркменский танец. Конечно. Ой, замечательно. Я сама очень люблю танцевать, поэтому отказаться от такого удовольствия я просто не смогу. Так, масло у нас раскалилось. Угу. Значит, теперь мы этот чебурек смачиваем края соленой водичкой. Угу. Так. Все делаем руками. Вообще, на самом деле, туркмены, мало того, что вы знаете, что и плов кушается руками, да еще и готовится все практически руками у нас. Угу. Так, мы смочили края и выкладываем. Два у нас поместятся? Да, поместится. И выкладывается это у нас все вот сюда. Так. Ох, как красиво. Я сделаю огонек немножко поменьше. Угу. И теперь пусть это все жарится. Так, а жариться у нас будет, как я понимаю, не так уж и долго. Не так уж и долго, да. Просто он покроется с одной стороны золотистой корочкой и с другой стороны золотистой корочкой. А так как фарш мы сделали, просто размазали его по тесту, это быстро приготовится. То есть, как я понимаю, таким образом мы будем доделывать все остальные наши чебуреки. Да. Так, мне кажется, уже пора переворачивать наши чебуреки. Мы сейчас посмотрим, как они у нас обжарились. Так. Аккуратненько. Аккуратненько. И второй. Так, а то, что они такие, это... Они у нас дойдут. Самое главное, их не пережарить нам. Ага, понятно. То есть, то, что светленькие... Можно будет и обратно перевернуть. Выкладываем чебуреки. Угу. Вот второй. Ой, мама. В этот момент мы можем положить... Так, у меня готов мой чебурек, я его выкладываю на сковороду. Диляр, у нас так все замечательно получается. Быстро, красиво, интересно. Так что предлагаю быстренько все дожаривать, накрывать на стол и звать нашего гостя Владимира Анакулевича Артыкова. Напоминаю вам, дорогие телезрители, основные этапы приготовления чебурека по-туркменски. Для теста нам понадобится мука, вода и соль. Мясной фарш с репчатым луком и специями для начинки и растительное масло. Мелко режем репчатый лук и смешиваем его с фаршем. Добавляем по вкусу соль и перец, перемешиваем до однородной массы. Добавляем немного воды, начинка готова. Замешиваем крутое тесто, формируем из него колбаску. Отрываем руками небольшие кусочки теста и разминаем. Раскатываем тонкие лепешки. Выкладываем слоем начинку. Складываем лепешки напополам. Защипываем края. Края лепешки смачиваем соленой водой. Жарим на сковородке на растительном масле с двух сторон до появления золотистой корочки. Владимир Анакулевич, у нас все готово. Проходите. Чебуреки. Настя, Чай. Диляра, вы все прекрасно сделали. Я наблюдал. Это профессионально довольно и довольно интересно. Да. Ну что ж, попробуем. Да, давайте попробуем. Девочки, я думаю, что это интересно и вкусно. Ну, как говорится, все мы. Да. Вообще туркмены, туркменские блюда Диляра. едят руками. Вот в данном случае вот так разламывают чебурек Так. пополам, чтобы удобно было его есть. И сок, чтобы не вытекал. А, мой чебуречек? Да. Так. Ну вот. Ну что, давайте. Ну, давайте символически чокнемся. Давайте. Вот так. Так. Ну что, приятного аппетита. Спасибо. Прелесть. Прелесть. Потрясающе. Скажу своей супруге, чтобы каждое утро жарила мне чебуреки. И запивать. По рецепту Диляры. Да, и запивать мы это будем замечательным Зеленым напитком. чаем. Зеленым чаем. А зеленый чай у нас, да, не совсем зеленый. У нас он из колючки. Здесь очень много витаминов, и он очень тонизирующий напиток. Я никогда Давайте не выпьем пробовала. и сразу почувствуем бодрость. Давайте. Давайте. Ваше здоровье. Прекрасный напиток. Прекрасный. Согласна с вами. Дельнарочка. Ну и как ты обещала? Будем танцевать. Будем А я танцевать. А посмотрю. теперь дискотека. А я Вы не буду- уходите. Как? Прямо здесь? Ну, я Конечно. тогда подыграю вам.
Михалычу. Знаете, вот даже не хочется расставаться. Мне тоже не Да. хочется расставаться с вами. Спасибо большое, что пришли ко мне в гости. Научили готовить такие замечательные блюда. Мы отведали, точнее попробовали такой замечательный чай. И вообще все было прекрасно. Спасибо вам большое. Спасибо тебе, Настя, огромное. Спасибо, девочки. И, как говорится в нашей программе, приятного аппетита. Так был. Это была программа «Вкусный мир». Программа не только вкусная, но и очень полезная. И я, Анастасия Трегубова, обещаю, наша следующая встреча будет такой же вкусной. Увидимся.